Наталья Жигунова не признает вину. Сыктывкарский суд избрал меру пресечения для руководителя регионального МФЦ. Ее обвиняют в присвоении в особо крупном размере. По версии следствия, начиная с 2018 года она, используя свое служебное положение, похитила из кассы учреждения 1 667 000 рублей, которые оформлялись под видом премиальных выплат работникам учреждения. Сторона защиты и сама обвиняемая с этой позицией не согласились. Моя подзащитная вину не признавала, дала подробные показания по этому поводу. Также вчера утром ей было предъявлено обвинение. Позиция осталась та же самая, обвинение не признается. Ну и по мере пресечения следствие посчитало, что необходимо ее максимально жестко сделать, то есть поместить мою подзащитную в следственный изолятор. Наша же позиция была несколько иная. Мы просили суд применить в связи с наличием огромных положительных моментов в личности моей подзащитной, плюс ее высокую социализацию, ну и другие аспекты, как минимум домашний арест. Просили именно про домашний арест. Суд согласился с доводами следствия и поместил Наталью Жигунову под стражу. И суд постановил избрать в отношении обвиняемой Жигуновой Натальи Владимировны 6 июня 1983 года рождения меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть по 15 апреля 2022 года включительно. Сторона защиты собирается обжаловать это решение в апелляционном порядке в Верховном суде Коми.